Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В России стартовал экологический диктант «Экодиктант». Ежегодный просветительский проект направлен на популяризацию экологии, повышение экологической осознанности и накопление знаний о бережном отношении к природе. О том, как он проходит в Якутии, как в нем принять участие, спросим у гостя студии Владислава Велигура, заместителя руководителя Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Республики Саха-Якутия. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство экологии является региональным оператором по проведению Всероссийского экодиктанта-2022. Как давно Якутия входит в число регионов, которые проводят у себя это всероссийское мероприятие? Якутия вошла во Всероссийский экологический диктант 2020 года. Получается, что мы уже третий год участвуем в этом всероссийском мероприятии. И, конечно, скажу, что с каждым годом количество участников у нас увеличивается. Поэтому, если брать данные за 2020 год, конечно, мы только начинали, да, там приняло участие как офлайн, так и онлайн более 9 тысяч человек. А вот в прошлом году, наверное, все-таки люди уже как можно больше узнали об этом мероприятии. В прошлом году мы уже, конечно, показали лучший результат. Он у нас даже в 2,5 раза стал больше. Теперь мы увеличили на 23 тысячи человек. Получается, что в этом году мы, конечно, ожидаем результаты лучше. И считаю, что раз время в этом году нам дали больше, потому что принять участие в этом всероссийском экологическом диктанте по всей России все больше и больше людей планирует. Из-за этого бывают такие, что технические неполадки, и сайт иногда немножко подвисает. Но я думаю, с 11 по 27 ноября как раз время есть, и каждый желающий найдет для себя время, чтобы пройти все этапы этого экологического диктанта. Самое интересное, конечно, в экологическом диктанте это то, что можно проверить свои знания именно по категориям. Там есть для общего плана вопросы, также есть вопросы для специалистов, экологов, которые имеют профессиональное образование. Поэтому я считаю, что каждый при регистрации на сайте экодиктант.рус может найти для себя какие-то очень интересные, полезные вопросы и определить свой уровень знаний по экологии. А на кого все-таки рассчитан этот диктант? И если все-таки он уже проводится в течение 3 лет, какие нововведения будут в этом году? В этом году, конечно, охват мы стараемся увеличить, поэтому у нас в этом году, так как сервера подключаются, понятно, интернет немножко иногда подводит, но они зато заявили в этом году именно площадки офлайн. И считаю, что именно площадки офлайн на базе общеобразовательных организаций в этом году должны придать новый импульс, толчок именно для Республики Саха-Якутия. А так, конечно, сам экодиктант, он не только всероссийский, он давно вышел уже на международный уровень. Я думаю, что наши земляки, которые живут за пределами Российской Федерации, тоже активно примут участие. Но вы же упомянули, что сам диктант будет проводиться с 11 по 27 ноября текущего года в онлайн-формате. Все-таки будут ли организованы офлайн-площадки, и кто может стать участником экодиктанта? Это, возможно, школьники, какие-то люди из профессионального общества. Кто это? Конечно же, во-первых, это подрастающее поколение, молодежь. Именно на них направлен сам посыл экодиктанта, чтобы именно они, становясь участниками, познавали что-то новое для себя. И, конечно, как я до этого упомянул, там есть категория именно профессиональная составляющая. Да? Именно профессионалы-экологи могут проверить свои знания, может быть, освежить немножко свои знания по, может быть, вопросам законодательства или какие-то, может быть, изменения, нововведения и так далее, которые сейчас у нас присутствуют в России. Поэтому призываю всех, конечно, активно участвовать, тем более, что сейчас, пользуясь сайтом экодиктант.рус, это сделать очень даже легко. А как вы можете оценить уровень экологических знаний и экологическую осознанность у якутян? Растет ли этот уровень, и если да, то в чем это выражается? Конечно же, хочу сразу поблагодарить всех якутян, которые активно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в Республике Саха-Якутия. Наверное, вы сами знаете, что экологическая осознательность якутян растет из года в год. Это можно даже судить по тем природоохранным мероприятиям, которые проводятся ежегодно. Также хочу отметить, конечно, что сами якутяне становятся инициаторами различных мероприятий, акций и так далее. Да, это может быть какие-то, сейчас очень модно для молодежи стало гараж-сейл, такие называемые, да,
Это может быть какие-то природоохранные мероприятия по санитарной очистке, может быть, берегов рек, так как Якутия также участвует во всероссийской акции «Вода России», где тоже мы ежегодно являемся в десятке лидеров по регионам среди российских регионов. Да? Поэтому вот именно вот эти показатели, они являются основополагающими, и мы можем говорить, что все-таки экологическая сознательность россиян, якутян, да, она повышается. Потому что ежегодно более 300 тысяч человек являются участниками как научно-практических конференций, различных всероссийских акций, природоохранных мероприятий, поэтому плюс участниками эко-уроков, которые проводят наши коллеги. Кстати, сегодня же тоже своего рода День экологии, а именно Международный день переработки вторсырья. Насколько проблема мусора сегодня актуальна для нашего региона? Есть ли какие-то ощутимые успехи в переработке вторсырья или говорить об этом еще все-таки рано? Сегодня, конечно же, отмечается День вторичной переработки отходов. Это является одной из дат экологического календаря, поэтому хорошо, что вы отметили эту дату. Ну и, конечно же, сразу скажу, что тема мусора, она проблема именно для всех жителей всей планеты, потому что тема мусора, она на данный момент, тема пластика, микропластика, да, она именно является во главе угла сейчас, именно с ней борются все страны. У нас в Якутии с этой проблемой уже не в первый год занимаются. Конечно, можно сказать, что у нас именно свои какие-то условия, скорее всего, климатические условия, да, они несут какие-то свои коррективы, но в данном случае, когда это вы уже упоминал, именно инициатива органов государственной власти, инициатива жителей должна привести к тому, что в скором времени у нас появятся какие-то такие уже более прорывные механизмы для реализации этого вопроса. Наверное, вы сейчас недавно сами, как представитель СМИ, да, читали в телеграм-каналах и вообще в других средствах массовой информации, что у нас северный поселок Урюнхая в Анабарском Улусе уже у себя по своей инициативе ввел такой проект, как сбор вторсырья у населения за определенную плату. Получается, что даже северные поселки, можно так сказать, да, не только город Якутск, как все-таки столица республики, а уже отдаленные поселки у себя по своей инициативе вводят такие проекты. Поэтому я думаю, что этот посыл дальше будет поддержан и другими населенными пунктами, и у нас в будущем появится своя система, может быть, даже она будет немножко отличаться от другой части страны, будет, как сказать, свое ноу-хау, можно так сказать. Да? Поэтому я думаю, что мы в этом направлении движемся, работа идет, поэтому именно симбиоз всех заинтересованных сторон в данном случае должен решить проблему. Я думаю, что у этой темы действительно, конечно, будет светлое будущее, тем более, когда есть такие прекрасные примеры, с которых тоже хочется брать опыт и опробовать, это всегда очень здорово. Но расскажите, пожалуйста, о проводимых министерством в эти дни мероприятиях по экологическому просвещению населения. Самое ближайшее, конечно, сейчас, что у нас проводится, мы только что завершили к этому дню, ко дню вторичной переработки отходов, онлайн-конкурс для всех желающих. Участников стало больше 1300 человек. Получается, по ссылке они могли ответить на вопросы. Это первое. Второе. Наши коллеги по всем улусам, районам проводили в дошкольных организациях, в общеобразовательных организациях так называемые экологические уроки именно по вторичному сбору отходов. В основном это, конечно, было направлено на сбор батареек. Как вы знаете, что одна батарейка, уже даже дошкольник, да, получается, знает, что одна батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы. Поэтому мы опубликуем, конечно, все данные. У нас этот проект уже тоже 3-й год реализуется в Якутии, и мы совместно с Министерством образования данный проект активно продвигаем. И плюс у нас 24 ноября будет закрытие республиканской экологической акции «Природа и мы». И к этой дате у нас тоже там будет несколько мероприятий. Одно из них сейчас мы объявили конкурс, который называется «Экология начинается с семьи». Работ поступает уже очень много. Все заинтересованы по своим номинациям, по своим критериям, конечно, нам направляют свои данные. И мы, конечно же, всех активистов экологического движения, которые в этом году приняли активное участие, 24 ноября обязательно отметим, наградим и выявим самых лучших. А до конца года планируется ли еще проведение масштабных конкурсов от министерства? Сейчас, конечно, уже можно так сказать, что у нас
по, опять же, климатическим своим каким-то особенностям. Та же самая акция «Вода России», она как бы уже завершилась с сентябрем, да? Но таких массовых, конечно же, до декабря, скорее всего, не будет. Но мы сейчас переходим в режим онлайн, и у нас в режиме онлайн тоже будут несколько конкурсов, поэтому, пожалуйста, следите за нашими анонсами на сайте министерства, ну и в наших социальных сетях. Владислав Александрович, ну давайте вернемся немного к эко-диктанту. Все-таки тема очень интересная. Вы рассказали, что там будут вопросы по разделам, да, для специалистов и для школьников. А как, например, если школьник зарегистрируется, начнет проходить тест, не ответы на вопросы, которые профильные, будут как-то влиять на результат этого теста, диктанта? Ну, в любом случае, человек при регистрации на сайте, он должен выбрать свою категорию. Если школьник выберет, конечно, профессиональную какую-то составляющую, да, то я думаю, ему, конечно, немножко будет сложно на них ответить, поэтому все-таки советую выбирать именно по тому уровню знаний, который на данный момент у вас есть. И если школьник выбрал категорию школьник, ему будут вопросы, конечно, даны более такого общего плана. Я думаю, что любой школьник, интересующийся вопросами экологии, он на них может легко ответить. А будут ли отмечены как-то победители этого диктанта? Обязательно, потому что ежегодно сам Оргкомитет Всероссийский совместно с Советом Федерации направляет на те электронные почты, которые были указаны при регистрации, наградные материалы. Это, конечно же, дипломы победителям, которые, конечно же, каждый участник может подложить в свое портфолио и уже гордиться своими результатами, уже говорить всем, что он является, во-первых, участником, а во-вторых, он является победителем Всероссийского экологического диктанта с определенным количеством баллов по такой-то категории. Владислав Александрович, давайте подытожим наш разговор. Еще раз проговорим, с какого по какое число будет проходить сам диктант, где на него можно зарегистрироваться и почему важно все-таки пройти этот эко-диктант. Еще раз напоминаю всем якутянам, что с 11 по 27 ноября у них есть уникальная возможность зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус. Прямо так кириллицей прописывайте экодиктант.рус. И регистрируйтесь на сайте диктанта, где вам дается возможность пройти сам экодиктант. Данные по этому диктанту вы, конечно, сразу не получите. Победители будут объявлять только в декабре месяце. Поэтому я думаю, что оставшееся время, да, до конца ноября, они будут в предвкушении ожидать своих результатов. И в декабре мы, конечно же, обязательно поздравим тоже совместно с нашими коллегами тех счастливчиков, тех, как сказать, самых лучших, да, которые набрали наибольшее количество баллов. Владислав Александрович, спасибо большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Конечно же, присоединяемся к призыву, чтобы все прошли экодиктант. Это очень полезно. Но и вообще осознанное потребление в наше время – это сейчас достаточно важная вещь. Спасибо вам большое. Спасибо. Но я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Владиславом Велигура, заместителем руководителя Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Республики Саха-Якутия. Всего доброго.